Всем моим подписчикам и зрителям привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. И мое путешествие по Кавказу продолжается. Во второй раз я вернулся в республику Ингушетия, и надеюсь, не последний раз. А в этом блоге я буду рассказывать о ее столице, городе Магасе. Поделюсь с вами своими эмоциями и впечатлениями от визита на национальное радио и телевидение Ингушетии. А также, конечно же, мы с вами погуляем и посмотрим основные достопримечательности города Магаса. Плюс побываем в музее Башни Согласия. И расскажу вам, почему же город Магас называют самым инновационным городом в России. Поэтому не мотайте это видео, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте мне лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Поехали! Впервые в своей жизни меня пригласили на телевидение. Еду на национальное телевидение в Ингушетии, в ее столицу, город Магас. Будем говорить о путешествиях. Мне самому интересно, как все это будет происходить. Учился я на журналиста, кто меня знает, кто знает. И как бы я занимался этим, я задавал вопросы. Теперь будет все наоборот, мне будут задавать вопросы. И все, конечно же, будет касаться моих путешествий и моего впечатления. В принципе, все интервью будет строиться о моих впечатлениях о Ингушетии. Впервые в моей жизни меня пригласили на телевидение. Сейчас иду, немножечко так волнуюсь, потому что на камеру я только говорю на свою. И что я хочу говорить. Я надеюсь, что я буду говорить то, что я хочу, о своем мнении, впечатлении. А то сейчас многие подумают, что меня туда пригласили, дали текст. Нет, ничего подобного. Ничего мне не давали, никакого сценария не будет. Все будет честно, искренне. Пришел на национальное радио 88,8 FM в Ингушетии, это город Магас. Так выглядит студия, где через несколько минут мы будем разговаривать по вопросу путешествий. Друзья, с радио сразу на телевидение, все находится в одном здании. Первый раз в жизни буду участвовать на телевидении здесь. Так, сейчас пройду. Очень уютная, хорошая студия. Сейчас у нас здесь включится софит и аппаратура, и буду рассказывать, как недорого и бюджетно путешествовать. Плюс расскажу о своих впечатлениях об Ингушетии. Не мотай, смотри мое видео. До получаса гости. Как считаешь? Как лучше так сделать? Ну, в принципе, с этим учетом не составлены вопросы. Да, так что нужно. То там как-то так меня неудобную позицию. Как бы вы сейчас в позицию не становились, я все смонтирую нормально. Ты можешь что хочешь говорить, Говорите да? все, что хотите, Да, да. там прямой эфир, и я Да, я понимаю. Что хочешь, ты можешь говорить. решил прогуляться по главной улице в Магасе, в Ингушетии, который носит имя Идриса Зязикова. Ну, здесь находится здание университета, здание пятизвездочного отеля и многие другие административные здания. Ну, они меня мало интересуют, потому что ими меня не удивишь. А вот через дорогу находится остановка. И точно такая же вот находится на моей стороне. Это остановка общественного транспорта. Вы где-нибудь в России вообще подобное видели? Давайте вот сейчас зайдем, посмотрим. Во-первых, она под стеклом. Здесь находится кондиционирование, потому что сейчас лето, август месяц, плюс 35 градусов. Конечно, в Москве, Санкт-Петербурге, в Казани можно увидеть такие остановки, где есть USB и Wi-Fi. Этим уже не удивишь. Ну, например, нет такой кнопки полиции и кнопки такси, которой вы сможете воспользоваться. Нажали, такси сюда прямо к остановке к вам подъедет. Также здесь вы сможете узнать на экране об основных достопримечательностях Магаса. Но и самое главное, чему удивился, чего нет ни в Москве, ни в Питере, ни в Казани. Это обращение к мэру города Магас. Смотрите, выбирайте язык: русский, либо ингушский, либо английский. Можете обратиться как в текстовом сообщении, так в видео, так и в аудиообращении. Прямо сейчас это все можно оставить. Вот давайте текстовое обращение. Вот набираем там фамилию и имя. Так, например, вот я свое наберу. Артем Плат, текст обращения. Любую проблему вы сможете отправить, высказаться. Но сейчас выходной, Курбан-Байрам на данный момент, воскресенье, понедельник, люди не работают. Ну, а если вам долго ждать транспорт, то вы сможете посидеть здесь вот на скамеечке. И приятно, что привезти время, можете приобрести кофе. Вот все для людей. Инновационное,
остановка, просто инновационный магаз. И такого я нигде за все время путешествий в Европе не видел. Мало того, здесь вот висит камера, и за вами вот наблюдают здесь. Ну скажите, это вот очень здорово. За это можно сказать спасибо мэру города Цычоеву Беслану. Мало того, смотрите, о чем я еще хотел сказать. Здесь есть, как в Европе, раздельные мусорки. То есть вот для стекла, для пластика, для бумаги, для металла. И еще для мучного. Ну, то есть, короче, это отходы. Плюс, если вы вдруг захотели попить воды и у вас с собой нет, так как здесь жарко, вы не расстраивайтесь, потому что у каждой остановки есть вот такой вот фонтанчик, где вы нажимаете сенсорную кнопочку, и вот идет водичка. Сейчас я попробую воду. Немножко такая теплая бежит. Но согласитесь, это все удобство, и я, например, в Москве такого не видел. В Лондоне красные будки, а здесь вот зеленые. Но еще, что меня здесь поразило, снова инновации. Про мусор я уже рассказал. А вот, например, вы такое где-нибудь видели? Для линейных люминесцентных ламп или для компактных люминесцентных ламп и ртутных термометров. Это мусорка, представляете? Очень круто, да? А то, когда мы разбиваем термометр, мы не знаем, куда его деть. А вот здесь вот люди знают, куда его утилизировать. Ну а также инновационная лавочка, на которую можно присесть, посидеть с подсветкой. Круто же. В Магасе стоит большая-большая башня. Стоимость 50 рублей. Сюда вход стоит. Вот жизнь и быт ингушей. И вот сейчас я пойду смотреть, как жили раньше ингуши. Туда же можно заходить. Сейчас поднимемся наверх. А сумка современная. Да просто уже. Сейчас поднимемся наверх. Вот так жили ингуши на нескольких ярусах, как уже сказали. А женщины отдельно, мужчины отдельно, дети отдельно. Ну и, конечно же, скот, который был также отдельно. Да, интересно, конечно. И так вот можно подниматься до самого верха. Конечно, это муляж. Я настоящие башни показывал. Эту башню, которую я показал, она была боевая. А вот эта вот башня, она жилая. И вот как выглядело все внутри в те времена, когда ингуши жили в этих башнях. Это кухня. Я это понял не по посуде, а по женщине, которая здесь сидит одна у камина, у очага, где якобы вот готовится еда. Здесь у нас стол, кувшин, естественно, где на чем кушать, на чем посидеть. Все было сделано из дерева, это правда. Я когда показывал настоящие ингушские башни, вот этих перекладин не было, просто никто не следит, все сгнило и так далее. Это, конечно же, муляж, это музей. А вот так, если посмотреть из окна, мы можем увидеть мужчину. Скорее всего, здесь его жена на кухне, а мужчина занимается своими мужскими делами. А рядом с жилой башней содержали скот. Он также отдельно был. Вот здесь вот барашки. То есть это вся утварь того времени. Вот сельскохозяйственная даже. Конечно же, здесь было очень много барашков на этих склонах. Они занимались скотоводством. И на склонах достаточно было много травы. И как и в современном мире, в любом селе, они готовили на зиму сено, косили эту траву. Ну а теперь заглянем, чем же занимались мужчины-ингуши. Вот здесь сидит ингуш. И судя по инструментам, которые здесь развешаны в этом музее, ножницы, видимо, этими ножницами уже вот руками трогать нельзя, стригли баранов, которые в том загоне. Вижу здесь для лошадей
различные инструменты. И, видимо, занимались уже ковкой железа. Да, вот раздували огонь. Это точно я знаю. Вот здесь очаг. И ковали железо, ковали подковы, инструменты и так далее. Но вот здесь чисто такая мужская комната, шкура медведя убитого. Или я не знаю, да, медведь это. Сейчас заглянем еще в одну комнату здесь. Здесь уже сидит более такое старшее поколение. Это все-таки, наверное, отец уже изображен. А вот комната мужчины. Инструменты. Ингушские музыкальные. Значит, и в те времена была музыка. Кровать, шкура, кувшин. Ну, интересно тогда. Вот почему вот подобное нельзя сделать с настоящими ингушскими башнями? Сделать вот такой же музей. Не понимаю этого. А если подняться на второй этаж, где находится кухня и где жили женщины, так выглядела женская комната. И мы видим утюг, который сделал, видимо, для нее ее муж, где мы смотрели. Мы видим люльку, где когда-то были маленькие дети-ингуши. Кувшины различные. Все это было сделано руками в те времена, ингушами. Прялка даже есть, как я заметил. Небольшая кроватка. Видимо, ингуши были невысокого роста, судя по кроватям, по тем местам, где они спали. Интересно. Прялка, потому что баранов стригли, да, и делали из них шерсть, естественно, нитки. Важные политические, значит, вопросы обсуждались именно при заседании, значит, авторитетно-родовых наших, значит, представителей. Каждая фамилия, да, сюда? Большие общества, которые были, там из фамилии, например, Евлоева огромные были, Баркинхоева, Хамхоева. То есть, получается, такая башня была в реальной жизни? Конечно, это А потом они, знаешь, где собирались? Одно время в этой башне, которая какая-то старая, там тоже собирались, старейшина. Поднялся на самый верх башни музея. Ну, вот здесь вот как раз таки. Сейчас мы посмотрим. Как выглядели воины. Отсвечивать немножко. И когда вы подниметесь на самый верх этой башни, вас ждет очень крутой бонус. Это закат в Ингушетии. Очень красиво. Но самое главное, это стеклянные полы, по которым страшно ходить многим. 100 метров высота, но отсюда открывается шикарный вид на весь город Магас. А если обойти башню по кругу, то с другой стороны вас ожидает вид шикарный на совсем молодую столицу Ингушетии, город Магас. Здесь только все строится, все только застраивается, но я вижу, что у города есть уже концепция и красиво. Буду повторять и повторять это снова. Когда мне мои друзья и знакомые говорили, что зачем ты едешь на Кавказ, ведь там смотреть нечего, там нет инфраструктуры, делать типа нечего. Это я еще раз подтверждаю, что это стереотипы, с которыми нужно бороться, потому что на Кавказе есть что увидеть, что посмотреть. Мало того, там есть 5-звездочные отели. Ну вот вам 5-звездочный отель в городе Магасе, шикарный стоит. Если вы хотите комфорта, ну поезжайте. Плюс там горы недалеко, плюс рестораны там шикарные есть, плюс музеи есть. Все.